Праздник тех, кто всегда остается за кадром. Радищики, они рассказывают нам о важных новостях Ингушетии, России и мира. Желают нам хорошего дня и скрашивают его отличной музыкой. Долгиев Хаваш передает Соломошу Марине из села Икажево и хочет поставить следующую композицию. Наслаждайтесь, Марина. Концерт по вашим заявкам. Полюбившаяся многим жителям программа, где каждый может поздравить своих родных и близких совершенно бесплатно с 14 до 15:00. Достаточно позвонить по номеру 55 40 50. А дальше за дело возьмется Изабелла Мартазанова. Я пришла радиоведущей только потому, что мне нравится работать в этой сфере. Конечно, нравится понимать люди настроение. Надеюсь, им нравится моя передача. Понятно, почему радищики выбирают жизнь за кадром. Они не привыкли к зрителям, не любят камер и лишнего внимания. Нет, я просто... Эта камера просто, она меня сводит с ума. Радиоведущим быть нелегко. Здесь недостаточно просто говорить в микрофон. Нужно еще знать тему обсуждений. Порой даже лучше приглашенных гостей. Поэтому Милана Манкиева готовится к своему очередному прямому эфиру тщательно. Смотрит новости и готовит вопросы. Подготовка к эфиру занимает где-то около часа, может быть, 1,5 часа в день к одному эфиру. Я провожу 2 часа в эфире каждый день. И темы бывают, конечно, самые разнообразные. И все зависит от того, насколько хорошо ты в этой теме разбираешься. Может быть, радиослушателям, людям, которые находятся по ту сторону радиоприемника, им кажется, что в прямом эфире очень легко работать. На самом деле это не так, потому что все мы живые люди, все мы допускаем ошибки, и радиоведущие, и гости допускают совершенно нормальные вещи. И что здорово, это сам эффект присутствия. Ты знаешь, что ты можешь позвонить, что эти люди сейчас сидят в какой-то абстрактной радиостудии и общаются, обсуждают какие-то темы. Можешь позвонить, задать вопрос и тоже принять участие в этом. Каждый день в радиостудии Национального политики, актеры, спортсмены, режиссеры, литераторы, психологи рассказывают о самых важных и интересных событиях из жизни региона. Очередной гость – народный артист Ингушетии Осман Имагожев, кстати, бывший коллега радищиков. Ведь более 30 лет он проработал солистом на чечено-ингушском радио. Сейчас же он активный слушатель Национального. Радио всегда доброе. Вот едешь ли вот в машине, вот слушаешь вот музыкальные передачи, или же вот художественное слово вот рассказывают, бывают ведущие актеры, артисты. Так что радио в нашей жизни больше, чем телевидение, потому что мы радио слушаем, едешь ты в машине, в вагоне едешь ты, и поэтому радио это неотъемлемая часть для человека. Это не просто новая волна, а новый уровень. На Национальном можно услышать все, что интересно сегодня. Политика, социалка, культура, религия, самые свежие новости. В эфир также выходят программы, направленные на духовно-нравственное развитие. Богослов Ахмед Тангиев до своих слушателей доводит аяты и суры священного Корана. Ведущий понимает, в программах этого направления просто нет права на ошибку. Стараюсь и надеюсь, что я донесу до людей правильное понимание определенного аята, со смыслом, чтобы люди знали, о чем конкретно говорится в этом аяте. Еще одна полюбившаяся радиослушателям программа «Час ингушского языка», где ведущие и гости общаются исключительно на ингушском языке. Слушатели могут позвонить и обсудить любой вопрос, касающийся родного языка, а также узнать новые для себя слова. Ведущие стараются раскрыть все вопросы, поступающие во время эфира. Уже весной Национальное радио отметит свой 5-летний юбилей. Радищики Национального каждый день стремятся завоевать своего слушателя, готовят интересные материалы как для молодежи, так и для взрослого населения. Вещание ведется на русском и ингушском языках. В день выходит 5 интерактивов, где люди могут задавать интересующие их вопросы. Благодаря инициативе и труду каждого сотрудника радио быстро завоевало своего преданного слушателя. Поэтому прямо сейчас настраивайте свои приемники на волну 88,8 FM. Зелимхан Калоев, Майрбек Миржоев, Новости 24.